Садитесь. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас с вами тренинг на тему классификация тестовых заданий. Классификация тестовых заданий. Внимание, пожалуйста, всех на доску. Значит, в рамках актуализации тестовых технологий в школьном образовании мы сегодня решили обратить ваше внимание на классификацию тестовых заданий. Вы все прекрасно знаете, что тест состоит из тестовых заданий, а они различаются по видам. Тест может содержать 20 тестовых заданий, 30 тестовых заданий. Вы знаете, что ОРТ-тесты содержат и более количество тестовых заданий, да? Поэтому мы сегодня с вами поработаем по этой теме. Занятие будет в форме тренинга. Поэтому обратите внимание сейчас на слайды. На слайды. Так, первый слайд у нас о целях сегодняшнего нашего занятия. Так, значит, вообще, давайте посмотрим, что такое тренинг, ребята. Для вас, может быть, вы слышали этот термин, да, но не знаете полностью значение этого слова. Вот, тренинг. Это лекционное занятие, которое совмещается с практикумом, и участникам рассказывает о различных теоретических схемах, алгоритмах решения проблемы. Затем они предложенные схемы применяют в коротких практических упражнениях. Посмотрите процентное соотношение 90 к 10. Имеется в виду, что у нас должно быть больше практики, чем теории. Обратите внимание, да? Значит, мы сегодня должны с вами по этой теме поработать. Хорошо. Так, следующее. Ну, теперь о тестовых технологиях в школе вообще, что такое тест. Ну, я бегло, коротко только остановлюсь на некоторые моменты. Тест – это, посмотрите, английское слово, проба, испытание, опыт, да? Вот. И посмотрите ниже. Тест – это система заданий специфической формы, применяемых в сочетании с определенной методикой. Да? И вот виды тестов. Тесты бывают различные по виду, по процедуре создания, по средствам предъявления, по назначению, по форме ответа и по целям использования. Быстренько бегло пробежали глазами. Это нам сегодня не нужно, я просто вам включила, чтобы вы ориентировались в этой информации. Следующее. Значит, чем заканчиваем мы школьное образование? Школьное образование мы с вами заканчиваем ОРТ-тестированием. Так ведь, да? Поэтому немножко пройдемся по хронологии. Каким образом мы знакомились вообще, каким образом проводилась ОРТ в Кыргызстане. Самое основное, цель ОРТ – это определение абитуриентов, которые наиболее подготовлены для обучения в том или ином вузе. И теперь начало ОРТ относится к 2002 году. Создалась независимая тестовая организация, она называется ЦОМО, расшифровка есть, Центр оценки в образовании и методов обучения. И эта организация работает уже сколько лет над созданием ОРТ-теста. Посмотрите, пожалуйста. В первый год создаются 3 части в составе ОРТ-тестов. У нас есть математика, было 40 заданий, чтение, понимание 30, практическая грамматика родного языка 30 тестовых заданий. Затем, 2003 год, в ОРТ добавляется раздел аналогии, дополнения и предложения 30 тестовых заданий. Значит, разработаны в этот же год предметные тесты. Посмотрели? Дальше. Теперь 2004 год. ЦОМО организовал интернет-сайт, на котором вы можете работать и сейчас, извлекая необходимые для вас материалы. Значит, зачисление в вузы не только на грантовой основе, в этом году уже решается вопрос, а на места и контракты. В 2010 год добавлены предметные тесты по истории, физике, введено правило обязательной сдачи основного теста, как минимум, и одного предметного. Понятно, да, с какого года? 2010 года. 2012 год. Введен предметный тест по математике. Вот когда начинается математика, отдельно обособлена как предметный тест. Дальше давайте посмотрим. И теперь непосредственно по тестовой технологии. Значит, применимо и успешно
при соблюдении определенных правил. Это тестовая технология. Вы знаете, что в школе у вас бывают диагностические тесты, да? Текущие тесты, по итогам четверти тесты проводятся, и это ортотест. Вот это все, что касается тестов. Когда же вы будете успешны во время выполнения тестовой работы? Это обязательно нужно относиться. Существует специальный алгоритм, как нужно относиться к тестовым заданиям. Относиться нужно к тестированию серьезно и ответственно. Видим? Дальше. Обязательно предварительно готовиться. Помнить, что на выполнение работы дается ограниченное время. И прежде чем начать отвечать, внимательно ознакомиться с заданием, вникнуть в смысл задания, не задерживаться слишком долго на одном задании, помнить, что время ограничено, переходить к следующим заданиям. Так, и помнить, что ваш успех зависит от вашей собранности, настойчивости, хорошо ориентироваться в возможных видах тестовых заданий. Ну, а дальше мои пожелания. Дальше мы с вами сейчас ознакомимся с планом работы сегодня и приступим конкретно к работе. Вот теперь план сегодняшнего занятия. Это обмен информацией, решение тестовых заданий. Это на начальном этапе мы с вами порешаем тестовые задания, так как я вам давала домашние задания, да, целый блок заданий. Так, дальше решение бланочного теста в группах и их классификация. Дальше тестовые задания как результат творчества и креативного подхода участников. И четвертая рефлексия, выполнение комплекса тестовых заданий с помощью компьютера. Сегодня мы покажем компьютерное тестирование, которое нам выдаст на экране результаты тестирования, итоги тестирования. Поэтому всем удачи и приступаем. Значит, я вам давала домашние задания, и поэтому сейчас мы с вами вернемся и посмотрим задания, аналогичные тем, которые вы решали дома. Не те задания, которые вы решали дома. Сейчас мы посмотрим, порешаем задания, аналогичные тем, которые вы решали дома. Вот такое первое задание. Так, прочитайте сами самостоятельно. И тот, кто будет решать это задание у доски, естественно, потом выйдет и прочитает нам. Так, кто у нас желает это задание? Так, ну и да, давайте к доске. Быстренько только, пожалуйста. Экономим время. Оценки, полученные Азаматом за вторую четверть, образовали числовой ряд. Ой, переключили, да? Я останусь здесь. Ты, 4, 4, 5, ты, 5, 5, 4, 5. Чему равна? Первое. Мода числового ряда. Второе. Среднеарифметическое. Третье. Медиана числового ряда. И четвертое. Размах числового ряда. Для удобства выпишем весь числовой ряд в порядке возрастания. Хорошо. Так, 5, 5, 4, 5. Так, там две пятерки. Две пятерки, 4, 5. А, вы выписали уже, да? Все хорошо. А что вы сделали с этим рядом? Я упорядочила его в порядке возрастания. Хорошо. Для начала найдем моду числового ряда. Мода числового ряда – это наиболее часто повторяющееся число в данном ряду. В данном случае мы видим, что это число 5, потому что оно повторяется здесь 4 раза. Мода числового ряда равен 5. Задание под номером 1 соответствует ответ под буквой D. Строчка D соответствует. Хорошо, записываем эту строчку. Так. Дальше. Найдем среднее арифметическое число данного числового ряда. Чтобы найти среднее арифметическое, мы должны сложить все цифры и разделить на количество чисел в данном числовом ряду. Все мы знаем, что правило успешного теста – это экономия времени. Я буду складывать так, как будет наиболее удобнее. Так, 12 и 20. 41. И, соответственно, делим на количество. 10. 41 разделить на 10, это будет 4,1. Что же мы видим? Что заданию под номером 2 найти среднее арифметическое соответствует ответ под буквой Г. Выписываем ответ. Третье, найдем медиану числового ряда. Чтобы найти медиану числового ряда, это
число, находящее в центре ранжированного ряда. Отсчитываем числа с правой стороны и столько же с левой. Мы видим, что два центральных числа это 4, 4. Чтобы найти медиану, мы должны найти среднее арифметическое этих чисел. 4, 4 будет 4. Значит, медиана данного ряда ответ под номером 4. То есть задание под номером 3 соответствует ответ под буквой А. Так, вы следите, ребята? Да. Согласны? Да. Дальше. Четвертое. Найти размах числового ряда. Размах – это разница между самым наилучшим показателем ученика и самым наихудшим. То есть, в данном случае, самое наилучшее – это число 5, и самое наихудшее – это число 3. 5 минус 3 – 2. Разница между самым наихудшим и самым наилучшим составляет 2 балла. То есть, вот ответ 2. Заданию под номером 4 соответствует ответ под буквой В. Выписываем. Айдана, вот хорошо, это все теоретически. А вот можно его расшифровать, этот пример, как мы на практике можем все это в реальной действительности, в жизни это все расшифровать? Да, конечно. Для чего же нам нужны эти цифры, для чего же мы это все находим? Мода числа, это с помощью моды числа мы узнаем, какое же число, какая же оценка у Азамата преобладает. То есть он больше получает пятерок. Чтобы с помощью среднего арифметического мы можем вычислить оценку за четверть. Медиана – это самое центральное число, оценка, которую он получает. И размах, как я уже сказала, это разница между наилучшим баллом его и наихудшей оценкой. Как разнятся оценки, да? Да. И вот медиана – это серединное как бы число, приближенное к среднему арифметическому, да? Ну все, спасибо. Спасибо, да. Так, ну следующее задание, следующий тест, ну он немножко проще, и он у нас, так, что ты будешь сегодня делать? Волнуюсь так, простите ради бога, что я уже все вот эти технические неполадки. Задание номер 2, так, задание номер 2, прочитайте, пожалуйста. Оно тоже вам знакомое, были такого вида задания, поэтому посмотрите внимательно. Ну и давайте, есть желающие рассказать, о чем здесь? Давайте мальчики теперь уже, Игорь, если быстренько только время там. Высказывание выражений в корне четвертой степени 2 из 2х минус 5 имеет смысл при любом x, является истинным. Я думаю, что нет. Почему? Потому что выражение, находящееся под корнем, должно быть или равно нулю, или больше нуля. Решим выражение. Решим неравенство, да? Решим неравенство. 2х минус 5 больше или равно нулю. Угу. Это линейное, да? Простое неравенство, в котором мы запросто найдем сейчас с вами переменную x. Найдем x. Так, находим x. X. А вы можете записывать эти задания, потому что они равен не дублируют то, что вы получали на раз. 5. Не сидите сложа. Вторых, или же x равен x больше или равно 2,5. Покажем это на числовом луче. Включаем точку 2,5. И от него в правую сторону заштриховываем. А для чего мы правую сторону заштриховываем? Потому что x уравнение под x больше 2,5. Ага, хорошо. Так, и, значит, вывод какой отсюда напрашивается? Что здесь сказано? Что оно имеет смысл при любом значении x, да? Да. Но, к сожалению, оказалось, что x должен быть или 2,5 или больше. Больше 2,5. Ну что ж, спасибо. Спасибо. Так, следующий тест. Следующий тест. Так. Следующий тест, задание номер 3. Пожалуйста, посмотрите внимательно. Это про множество. Операции над множеством мы с вами рассматривали. Так, желающие есть? Ну, давайте сюда. Так, вот ты будешь пока читать, я, наверное, немножко тебе помогу. Запишу условия сюда, потому что отсюда не видно будет. Пожалуйста, прочти условия. Даны множества А
это с элементами 0, 1, 2, 3, 4. Множество b с элементами 0, 2, 4, 6, 8. И множество c с элементами 1, 5, 6, 7. Нам нужно найти количество элементов нового множества, которое является объединением этих трех множеств. Так, пожалуйста. Запишите, что нужно найти предварительно. Да, для этого мы для начала найдем объединение или вообще узнаем, что такое множество. Множество – это совокупность элементов, которые понимается как единое целое. А объединение множеств, при этом тут элементы могут быть не только числами, и могут быть и имена, фамилии, термины, и, допустим, Предметы какие-то, предметы, да, да. объединенные в одно множество. Хорошо. Давайте. Объединение множеств – это... Это в русском языке союз И, да, это значок Да. И, А и Б и С. Пожалуйста. Найдем объединение этих множеств. Вот этот значок означает объединение. Для того, чтобы найти объединение, мы просто перечислим все элементы трех нам известных множеств. Но при этом повторяющие элементы мы напишем только один раз. Это будет 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, продолжите немножко, да. На чужую территорию. 8. Все. 8. Мы нашли новое множество, которое является объединением всех этих множеств. Проверяйте внимательно. Но на этом мы не заканчиваем. Нам нужно найти именно количество объединений множеств. Количество элементов в этих множествах, да? Да. Ага. Это очень легко найти. Просто посчитаем количество элементов. Так, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значит, количество элементов нового множества равно 9. Значит, какой вариант? И правильный ответ у нас Б. Б. Хорошо. Здесь тоже был вариант ответ Б. Допишите, пожалуйста, у второго выступающего. Вариант ответа Б. Это... Все, спасибо. Так, и последний у нас из домашнего задания рассмотрим еще один. Так, это 4-й тест. Вот такого вида. Значит, нужно расположить x, y, z в порядке возрастания. Видно всем? Видно? Да. Чтобы расположить эти переменные в порядке возрастания, мы должны вначале их определить, да? Ага, пожалуйста, кто желает? Кто желает? Ну, давай, Марина. Так, задание. 720 равно 2 в степени x, умноженное на 3 в степени y, умноженное на 5 в степени z. Нужно расположить x, y и z в порядке возрастания. Так. Но нужно разложить на простые множители число 720. Давайте разложим. Ну, существует вообще много способов разложения, но так как мне нужно экономить время, поэтому я разложу более легким способом. Так, 720. Как это более легким? Так, более легким это будет 8 умноженное на 9. Но это пока не простые. Да, Ну, да, сейчас дальше. И умноженное на 10. Так, раскладываем на простые множители теперь. 8 это у нас будет 2 в кубе. 9, так, это 3 в квадрате. И 10 это будет 2 умноженное на 5. Так, у нас есть два одинаковых основания. Мы найдем сумму их показателей. То есть это получается 2 в четвертой, умноженное на 3 в второй и 5 в первой. В задании было сказано, нужно было показатели расположить в порядке возрастания. То есть x у нас равен 4, 2,
и Z одного. Мгм, мгм. Ответ у нас будет По Z, порядку какие буквы? да, Z, Y Мгм. и X. Z, Y, X, пожалуйста. Здесь есть такой вариант? Z, Y, X, быстренько. Да, ответ D. Ответ D. Запишите, что это ответ D. Хорошо. Будет правильно. Мгм. Спасибо, спасибо. Так, спасибо. Ну вот давайте, здесь мы все рассказали, расписали. Вот этот тест, он тоже очень хорошо интерпретируется в реальной действительности. Можно рассказать, что он означает в жизни, да? Но, в общем-то, есть у вас желающий кто-нибудь рассказать? Коротко это следующее, да, например, если нам нужно будет перечислить производство в Кыргызстане, на чем специализируется, какие производства есть в Кыргызстане, мы можем перечислять бесконечно. Но если мы их объединим, перерабатывающая промышленность, да, дальше легкая промышленность, дальше несколько видов промышленности назвали, и тогда, когда мы будем говорить, что Кыргызстан производит какую-то продукцию, мы же не будем называть заводы и фабрики, где это все производится. Мы в целом просто, почему мы здесь не повторяли элементы? Мы здесь не повторили элементы из множества. Потому что мы в целом назовем, какие предприятия у нас, какой направленности предприятия у нас в Кыргызстане функционируют. Да? Вот в этом примере. Так, ребята, вот вы прекрасно знаете, что тема сегодняшнего у нас урока, ключ вот к этому тесту, обратите внимание, ответы у нас такие были. Да. Но тема у нас сегодня классификация. Давайте посмотрим, о чем, о какой классификации мы сегодня должны с вами говорить. Так, вот классификация тестовых заданий. Значит, тесты бывают двух видов, закрытого и открытого. Видите, да? Значит, сегодня мы с вами займемся тестами закрытого типа. Почему? Да потому что мы не успеем, времени мало, время ограничено, поэтому поработаем над тестами закрытого типа. Что представляет собой тесты закрытого типа? Это первый вид, альтернативный выбор. Ответить да или нет. Сегодня было у нас такое? Да. Дальше установление соответствия. Предлагается установить соответствие элементов двух списков. Внимательно вникайте. Дальше множественный выбор и установление последовательности. Все эти тесты я сегодня охватила, поэтому у вас есть стикеры на столе. Сейчас будем согласовывать между собой, куда какой стикер. Вот вам таблица для того, чтобы определить вид теста. И каким стикером его выделить. Пожалуйста, выделите, пожалуйста, у доски. Одного делегируйте каждый со своей группой. И он полностью везде распределит. Договоритесь. Узнаете, вспомните, где, что, как. Посмотрите на таблицу тестирования и распределите, пожалуйста. Так, вот первый тест. Первый тест. Какой? Первый тест, ответить да или нет. Это множество. Да, как у вас работает? Ну, что закончил? Что закончил? Что закончил? Так, быстрее. Так, давайте проговорим. У нас оранжевым. Какой мы тест выделили? Посмотрите по таблице, пожалуйста. Установление соответствия. Да, зеленое. Альтернативный выбор, хором не надо говорить. Так, желтый у нас получается. Множественный выбор. Так, и розовый у нас. Установление последовательности. Хорошо. Так, ну что ж. Значит, сегодня мы с вами сейчас должны решить еще один блочный вид теста и сэкономить время на то, что мы должны протестироваться на компьютерах. Поэтому быстро-быстро, кстати, работаем. Сейчас я вам положу на стол блочный тест, и вы, прежде чем перейти к этому этапу работы, быстренько распределились по номерам. У вас на столах номера. Значит, распределились по номерам. Так, взяли номера? Да. Так, ну и теперь быстренько пересели, соответственно. Первый стол, второй, третий, четвертый. Разделитесь по номерам. Первый отдельно, второй отдельно, третий отдельно. Другое соседство сейчас у вас будет. Так, и вот вам тесты сами. Так, содержание теста. Значит, соответственно, первый стол решает. Так, вы решаете
первый стол решает ваш тест. Так, покажите, какой тест у вас получается. Мгм. Так. Произведение. Да, вот это? Вот это первый тест? Первый тест. Значит, соответственно, номерам, да? У вас какой стол? Да, второй стол. Второй стол. Значит, вы решаете второй тест, да? Так, вы решаете третий тест, да? Третий, четвертый тест. И разобрали по номерам, и у вас третий стол, да? Пожалуйста. Так, сейчас мы быстренько 4 задания должны быстро решить, сделать это на бумаге, потому что некогда. Быстренько презентацию сделать на бумаге, посмотреть свои тесты, решить сделать на бумаге и сразу провести классификацию. Сразу провести классификацию. Мы без звонка работаем, да? Как? Без звонка работаем. А вот смотрим. Так, быстренько, ребята. Потом не хватит на тестирование. Тест понятен? Да. Уже решили, что вы там будете? Да, понятно. Вы запомнили, да? Вот сюда поставим сразу. Да, от минус 1 до 6, да? И вот какой ты тогда выбираешь? Коротко, быстро. Значит, это подняли на краю. Коротко, не надо. Не раз. Так, кто закончил уже? Кто-нибудь закончил? У вас вот рамочка, по-моему, самая легкая. Не расписывайте, не разукрашивайте, некогда. Давайте быстрее. Быстрее. Так, давайте так, с рамочками. Кто пойдет? Кто у вас будет? Говори, давай. Быстрее. Один, сколько? Подожди, значит. Спасибо. Закончи. Давайте быстрее. Она уже готова презентовать, а слушать некому. Красоту не наводите, некогда. Так, но тут вы забыли навесить стикер. Какого вида этот тест? Девочки, быстренько стикер на место. Разве здесь установление?
что-то множество. Так, закончили? Со стикером все, вешайте его там. Сколько стикер? Ты закончили? Будет видео, не обращайтесь. Саша? Запишите. Здесь у нас еще множественный выбор, да? Два. Так, теперь смотрите, как решали другие тесты, как решали оставшиеся тесты. Не зевайте, потому что вы должны будете исправлять ответы, если где-то неправильно будет ответ. Проверяйте уже то, что на доске можно проверять. Все, заканчивайте. Так, вот это мы оставим на потом, наверное, вешайте. Мы сейчас результаты оставим на потом, проведем тестирование, да? Онлайн-тестирование проведем, интерактивное. А потом уже вернемся сюда и посмотрим, у нас времени мало осталось. Проведем тестирование на ноутбуках. Ставьте ноутбук. Не успеем, не успеем, не успеем. Так, открывайте ноутбук. Значит, ребята, мы для вас подготовили тесты в двух вариантах. Почему? Потому что у вас на двоих один ноутбук. И вот то, что будет делаться в тестовых заданиях, все, что вы будете делать, будет отражаться на доске. Поэтому будьте внимательны, будьте очень аккуратны, когда будете решать тест. Он еще отразит все ваши результаты. Мы сегодня сможем посмотреть, каким образом вы работали. Все. Так, я вам отправляю тесты, раздать тесты. Если вы откроете ноутбуки, у вас уже на ноутбуках будут тесты. Открывайте. Открывайте. My test user. Открывайте. Так. Угу. И начинайте. Открыли? Так, внимательно. Имя, фамилия вводите с большой буквы, знаете, да? И ставите номер стола, потому что потом мы сгруппируем, чтобы можно было увидеть ваши результаты по столам, ваши результаты, чтобы можно было увидеть по оценке и процентные результаты. Сервер. Сервер. Вот сервер. Так, два варианта заданий мы взяли специально, потому что во времени всегда ограничены. Трудно определить, как вы выступаете в доске, быстро или медленно. Поэтому мы взяли два варианта заданий по 10 тестов. Всего 10. Так, группа — это номер стола вашего, где вы сидите, да? Прогресс — это на сколько процентов вы уже
справились с тестовыми заданиями, сделали сколько тестов. Вот. Оценка, если уже оценка стоит, значит, понятное дело, да? Дальше, что вы уже закончили. Закончили, да? Вот где колонка оценка, это промежуточная оценка, вы еще не доделали, но она уже ставит за решенные тесты вам оценки. Закончила, да? Обратите внимание на таблицу, она отражает процесс. Кто-то закончил, кто-то еще не закончил. Сейчас посмотрим вас на экране. Вы получили 5 за тест. Так, Марина у нас. 100% ответов. За вторым столом. Все, можете вернуться на место. Вы закончили тест? Так. Тем, кто закончил, ребята, я вижу, что мы немножко ограничены во времени, поэтому хотела бы предупредить, что у нас остался один этап творческой работы, где вы должны будете составлять тесты по видам. Но я решила его оставить теперь уже как домашнее задание. Я сейчас, когда вы закончите, объясню, как мы это будем делать. Так. Все. Закончили все? Да. Все? Кто не закончил, поднимите руку. Сауля одна осталась. Все? Сауле, где-то у нас в списке. Она еще не появилась, да, у нас в списке, потому что не закончила. Все хорошо. Да. Сейчас мы будем листать и высвечивать то, что нам нужно. Сауле, закончить? Сауле, скажешь, когда закончишь? И посмотрим на эту таблицу, вы увидите, на каком вы месте находитесь по своей оценке, какого уровня у вас оценка, и в процентном отношении тоже, где у кого больше. Ну, сейчас давайте, пока Сауля закончит, посмотрим. Вот если по группам поделить, значит, получается следующая картина. Мы распределяемся по столам, где мы находимся, потому что вы указывали столы, где вы сидите, да? Теперь, если мы распределим оценки, сверху у нас появятся тройки, двойка есть у нас пока вот, РКМ получила 2, потом тройки пошли, четверки, и вот эта последняя оценка. Сауля сейчас только выдала, поэтому можно нажать еще раз. И все нормализуется. Видите, ваши оценки? Нет, вот. Так, и теперь результат в процентах. Давайте посмотрим по этой таблице. Результат в процентах. РКМ самый маленький результат. И... 2 раза получилось? Ну-ка, подождите, посмотрите. РКМ. Получилось 2 раза. Ты 2 раза делала? Переделывала, что ли, тест? Нет. А почему так получилось? Вот у нее оценка 4. Угу. У нее оценка 4. Значит, принимаем вот этот ответ за правильный, да, РКМ? Вот это, 70%, да? Получилось в списке 2 раза. Вот. Ну, посмотрим, что это, почему это так получилось. Так, ну и теперь еще какой результат можно было посмотреть. Ну, вот колонку ошибок. Давайте посмотрим. У кого сколько ошибок? Значит, нет ошибок у Марины.
по одной ошибке есть. Но вы знаете, что оценивание теста ведется по количеству выполненных заданий, да? Ну, наверное, 10,9 заданий – это оценка 5. Ниже оценка 4 и так далее. Вы знаете, что когда учитель составляет тесты, он уже знает, каким образом нужно оценивать этот тест. Так, удобная таблица? Да. Ну, убирайте ноутбуки. Теперь давайте вернемся к тому моменту, который мы с вами выпустили, чтобы показать это компьютерное тестирование. Так, ну у нас остался момент, один творческий момент, когда вы должны будете составить тесты. Сейчас на столах у вас есть открыточки по временам года. Распределите, пожалуйста, возьмите любую открытку, распределитесь по временам года. Я дам задание. Так, распределились, да? Дам задание, а потом вернемся сюда, вот к этим тестам на оставшееся время. Значит, творческое задание будет такого характера. Значит, у нас 4 времени года, да, как весна, лето, осень, зима. Весна, поднимите руки, у кого весна? Так. Значит, вы дома выполняете задание творческого характера на тему функции. Берете, охватываете все 4 вида тестов, пробуйте составить все 4 вида тестов. Потом сами в группе решаете, какой тест наиболее интересный, и презентовать на следующем уроке будете наиболее интересный тест. Понятно? Но тестовое задание. Но вы будете составлять бланк, в котором будет весь тест, который будет состоять из ваших 4 тестовых заданий. Ясно? Понятно? Так, следующая группа у нас идет лето. Кто у нас лето? Лето подняли руки. Так, ну давайте выберем летним следующую тему. Летним давайте числовые выражения возьмем. Составляете дома тест на числовые выражения. И чтобы эти тесты были всех вот этих сегодняшних 4 видов. Опять в группе соберетесь, выясните, найдете самый вкусненький тест, самый лучший тест, и будете его презентовать. Но тестовые задания нужно расположить на одном бланке и образовать один тест. Понятно? Так, и вы. Так, следующий у нас зима, да? Осень, зима, осень. Давайте осень. Ага, хорошо. Осенники, вы делаете тест с использованием тригонометрических функций или значения тригонометрических функций. Угу. Вот. И то же самое, составляете каждый обособленно один тест, а потом объединяетесь и составляете тест 4 тестовых заданий, выбираете наиболее интересный тест и презентуете на следующем занятии. Понятно? Так, и зимние. Зимние. Давайте возьмем геометрию. Да? Возьмем прямые, тему прямые и взаимное расположение прямых на плоскости. Да? И вот в этой теме вы должны будете тоже попробовать составить тесты 4 видов и презентовать наилучший тест. Тестовые задания вы объедините в один тест и принесете тоже сдадите. Понятно? Так. Ну и вот теперь, что я хотела сказать по сегодняшнему оцениванию нашего. Вообще-то тренинг, вы знаете, что мы все похлопали, поблагодарили за выступление, да, но оценка должна ставиться. Оценить результаты нужно. Поэтому вот там, ребята, где получили оценки, не добрали до 5 баллов, выступающие, вы согласны, мы добавим по 1 баллу, да? А те, кто получил 5, но еще и выступал сегодня, мы, наверное, сделаем следующим образом. Поставим абсолютно автономную оценку дополнительно этому ученику. И я думаю, это будет справедливо, да? Те, кто выступал в доски. Поставим дополнительную оценку, я думаю, 5. Так, и теперь сегодняшним нашим гостям нам хотелось уделить внимание. Мы подготовили небольшие презентики. Значит, и, пожалуйста, ребята, пройдите и оставьте на память нашим гостям памятные открыточки о том, что вы сегодня были с нами. Спасибо вам за внимание. Простите за волнение. Не надо, вам спасибо. Все? Что у нас там со временем? Рано закончили? Давайте все. Так, встали, ребят. Спасибо вам. Так, спасибо нашим гостям. Очень большое спасибо вам.
действительно был очень интересный урок. И самое главное, мы для себя многое узнали. Я тоже хочу, чтобы у нас в школе... Ну, жалко, что у нас вот таких ноутбуков этих нет. У нас даже в школе нету интерактивной доски. И вам, я думаю, очень повезло, ребята, что вы вот так занимаетесь. У вас прекрасный учитель, так хорошо объясняет. Я даже кое-что сама поняла. Спасибо. Ну, я волнение снять до конца занятия не смогла. Мы это видели. Спасибо. До свидания. До свидания.